В декабре прошлого года Народным собранием Гагаузии в законопроект об уплате взносов государственного социального страхования среди патентообладателей были внесены изменения в налогообложении, предусматривающие освобождение некоторых категорий от уплаты взносов. Мы все-таки предложили, чтобы вот эти люди платили взносы обязательного государственного социального страхования, как и сейчас, на добровольной основе. Потому что если мы сейчас введем еще дополнительный для них сбор социального страхования, мы их экономически можем задушить. Да. Кто за данную статью, прошу проголосовать. Несмотря на принятое решение, налоговая инспекция не выдает патенты без их оплаты. Это вызвало волну недовольства среди работников парикмахерских города Камрат и других населенных пунктов Гагаузии. 17 января парикмахеры собрались высказать свое возмущение властям региона. На каком основании поднялись нам цены? У нас что, снизилась вода? В связи что в национальном Вы нам мешаете, вы нас душите этими налогами. Малый бизнес, такое ощущение, что вы зарабатываете миллионы. Детей воспитывать. У меня 2 студентов. Я как могу, так и выживаю. Когда приходят эти счета, у меня головная боль, вы поймите меня. Надо помыть за 80 лет, чтобы вытащить свои 360 лет. Вы вытягиваете, это только шампунь, а полотенце, а вода, а фен, а свет, а стирать эти полотенца. А что нам остается? Нам ничего не остается. Я неделю не спал, работал круглосуточно, чтобы что-то заработать. И вот жена свидетель, я ей дал 100 евро денег, чтобы она платила за свою аренду на работе. Вот и все. Что здесь еще можно говорить? Она работает, а я ей плачу аренду. Нормально? Да, нормально. Начальник управления экономики Гагаузии Виталий Кюркчу так объяснил сложившуюся ситуацию. Принципиальным здесь является то, что оставили также на добровольной основе уплата социальных платежей. Да, для позиций, значит, 1.1, 1.1 штрих и 1.5. И медстрах, как и было раньше, до 31 марта 50%. Поэтому сегодняшние обязательные требования со стороны налоговой о том, что нужно сразу покупать и медстрах, и платить в соцфонд, это, конечно, ничем не обосновано. Я думаю, что, более того, есть возможность и 1/12, если на то пошло, то есть закон такое позволяет, поэтому я не понимаю, почему требование сразу заплатить или представить документ. И это, я так понимаю, что есть основания не для продления вашего. Возникшая ситуация осталась неразрешенной, и, по словам парикмахеров, они намерены предпринимать более решительные меры.